В эфире новости, студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. 59 новых случаев COVID-19 в Якутии. Последние данные регионального оперштаба в этом выпуске. Как идет благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Якутске, проверил глава региона. Уверенная победа. Якутский боксер Василий Егоров в финале Кубка России по боксу одолел Ивана Абрамова. Начнем выпуск с последних данных по коронавирусу в Якутии. По информации регионального оперштаба, в регионе за сутки выявили 59 новых случаев COVID-19. Из них 33 заболевших в Якутске, в Мирнинском районе 7, в Татинском 6, в Балданском и Мегино-Кангаласском по 3 заболевших, в Среднеколымском 2. Также по одному случаю выявили в Верхневилюйском, Намском, Аймбеконском, Хангаласском и Усть-Майском районах. Все ближайшие контакты инфицированных выявлены и изолированы. За сутки в Якутии от коронавируса скончался 1 человек. Опыт расширения полномочий глав российских регионов по принятию необходимых мер по противодействию коронавирусу переняли другие страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что территория нашей страны большая и в регионах разная структура экономики. Поэтому, цитата, «нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы к тому, что мы или задушили бы всю экономику, или пропустили бы удары от коронавирусной инфекции». Конец цитаты. Между тем, региональные власти сами будут решать, может ли школьник посещать уроки после возвращения из-за границы, если он не сдал тест на коронавирус. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что каждый регион устанавливает свои правила, исходя из ситуации. Но есть общие рекомендации Роспотребнадзора, которые необходимо максимально соблюдать. Кравцов отметил, что конкретного требования о тесте на коронавирус для школьников, которые вернулись из-за границы, в рекомендациях нет. Ход благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в Якутске накануне проверил глава региона Айсан Николаев. Подробности в материале Дмитрия Тымырова. Благоустройство сквера ямщиков на перекрестке улицы Чернышевского-Красноярова стало первой точкой визита главы Якутии. Здесь сегодня уже выполнены работы по возведению киосков, установлено ограждение, завершено устройство наружных сетей электроосвещения. Инициаторами благоустройства объекта стали представители ямщицкого общества столицы. Эта площадка очень расположена, очень уникально. Как раз вот эта улица Чернышевского, это город Якутск, въезжали ямщики. Это был бывший Иркутско-Якутский почтовый тракт. И поэтому, конечно, каждого приезжающего в город гостя будет встречать вот эта лошадь с ямщиком. Очень надеемся, что это место будет именно таким, знаете, содержательным, функциональным и будет в надлежащем виде именно использоваться теми инициаторами, теми людьми, от которых поступил запрос на эту территорию. Вот как раз вот эту систему мы выстраиваем, не просто благоустраивать территории, пустыри, а благоустраивать именно для тех людей, которые сами инициировали такие территории, сами потом готовы заниматься этими территориями. Далее Айсан Николаев вместе с рабочей комиссией посетил детскую площадку по адресу Каландрашвили 23/1 и Павла Морозова 2. Здесь благоустройство территории должно было завершиться еще в прошлом году, но из-за недобросовестного подрядчика работы затянулись. Сейчас они возобновлены, часть некоторых работ завершены. В следующем году здесь планируется укладка покрытия. Ну а далее глава республики ознакомился с ходом работ на озере Талое, где завершается второй этап благоустройства. На объекте устанавливает малые архитектурные формы и обустраивает пешеходные и велосипедные дорожки. В данное время работы ведутся, да, вот устанавливается третий ряд габионов. Осталась брусчатка. У нас брусчатка, кстати, заказная, красноярская, вибропрессованная. Здесь в Якутии у нас никто не делает ее. Следовательно, вот на следующей неделе они приезжают, и мы начнем кладку. Основная часть у нас работы связана с ним и асфальтом. Завершил свой объезд Айсан Николаев участием в открытии главной центральной площади поселка Жатай, которая была до недавнего времени закрыта на благоустройство. Сегодня новая площадь поделена на несколько зон. Центральная зона мемориала, спортивная, детская площадка и тихая зона. Центр композиции – сухой фонтан. Все-таки я как архитектор хотела бы отметить работу архитекторов. Здесь вот эти два навеса и фонтан – это в виде штурвала. И вот эти радиальные пешеходные дорожки – это рукоятки штурвала.
То есть здесь тема судоходства, тема самого поселка Жатай отражена в дизайне этой площади. Очень рад, что проект по комфортной городской среде идет у нас не только в Якутске, он идет в целом у нас по всей республике. В этом году уже у нас 2 малых города, Верхоянск и Среднеколымск, выиграли всероссийские конкурсы по малым поселениям по созданию общественных пространств, и они уже там начинают создаваться. В 2021 году появится. Ну а вот здесь мы в Жатае на центральной площади как раз видим, как она преобразилась за 19-20 годы. Вот центральная площадь Жатая тоже по программе комфортной городской среды полностью перестроена. И просто душа радуется, видя, как и дети радуются, взрослые радуются, и сухой фонтан, и новые подходы к оформлению площади. Также, завершая объезд, глава региона отметил, что эта работа будет продолжена, а программа «Комфортная городская среда» будет распространена на малые поселения и районы республики. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. 25 сельских домов культуры в Якутии получат новое оборудование и проведут ремонт до 2022 года. На эти цели из федерального бюджета выделили почти 27 миллионов рублей. Чуть больше 2 миллионов выделит республика. Правительство Якутии и Министерство культуры России подписали соглашение о развитии и укреплении материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах, где проживает до 50 тысяч человек. Получатели субсидий определяются на конкурсных условиях. Одно из главных требований состоит в том, чтобы местные муниципалитеты софинансировали укрепление материально-технической базы домов культуры. Также учреждение должно показывать достижения на всероссийских и республиканских конкурсах, рост количества участников самодеятельности. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил всех причастных с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Он отметил, что сегодня нефтегазовый комплекс – один из ключевых секторов развития экономики страны и республики. Запуск одного из крупнейших газопроводов «Сила Сибири» обеспечил российскому промышленному экспорту доступ в Китай и возможность транспортировать газ Якутского центра газодобычи российским потребителям на Дальний Восток. В рамках этой работы будут газифицированы 30 населенных пунктов Ленского, Алданского, Алекминского и Нерюнгринского районов. Айсен Николаев пожелал работникам нефтяной и газовой промышленности благополучия, интересных проектов, ярких идей, крепкого здоровья и хорошего настроения. Калининградский психоаналитик рассказал о причинах осенней хандры. Максим Кожемякин считает, плохое настроение связано с выделением в организме грустного гормона мелатонина. Побороть сезонную депрессию можно. Специалист рекомендует гулять, заниматься спортом и есть овощи. У северян свои способы. Чем осенью занимаются жители Удачного, расскажет Ирина Балкова. Осень – прекрасное время, которое так любят описывать поэты. Для некоторых это погружение природы в спячку, для других это отличный шанс пообщаться с миром. Александр Дутов вместе с внучкой все свое свободное время, особенно в сентябре, проводит в лесу, собирают ягоды. Мужчина может часами говорить о ее полезных свойствах. Брусника, во-первых, в ней много витаминов. Большое количество в ней витаминов Е и С. Много минералов, марганца. Там, по-моему, марганца 100 с лишним процентов. Потом калия. И, в основном витамины Е и С. Пока одни балуют себя дарами природы, другие наслаждаются запахом костра, звуками дикой природы. Для Сергея и его друга Руслана это самое лучшее время для рыбалки. Проводят они его вдали от цивилизации. Свою первую пойманную рыбу Сергей помнит отчетливо. Я побежал быстро домой, спорол, посолил, потому что знал, что мама придет с работы, а у нее будет такая вкусняха. Конечно, мама пришла с работы, такая, обрадовалась, такая, сынок. Мне было, наверное, лет 10, 9, где-то так. Вот. Но в то время у нас плохо работали, скажем так, качественно, он пах бензином. И так было досадно, что такую рыбу поймал, настоящую, все. А Олег Моисеев уже с 5 лет начал знакомиться с дикой природой. Его папа всегда брал с собой на рыбалку и охоту. Очень любил ездить с папой, особенно весной и осенью, когда уже нет комаров, но есть грибы и ягоды. Помнит с детства, как в деревне коллективно ходили на рыбалку. Как здесь тут в Якутии принято, то есть коллективная рыбалка, потом всю эту добычу, как карася ловят, потом все это делят
то есть на всех там на семьи. Вот. Ну, у нас тоже такая рыбалка там существует, но бреднем. Вот. И тоже маленькие там, то есть практически там полдеревни участвуют. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Якутский боксер Василий Егоров выиграл Кубок России по боксу. В финале со счетом 5-0 он одолел Ивана Абрамова из Рязанской области. Напомню, якутский боксер выступает в весовой категории до 52 килограммов. Стоит отметить, что сборная Центрального округа, за которую выступал якутянин, завоевала серебро на Кубке России по боксу в Ижевске, золото у Приволжского округа. Первый триггер Петров. Абрамов. Ну и ух ты, вот сейчас через И в завершение выпуска мой коллега Александр Хавренко расскажет о погоде в крупных городах Якутии на ближайшую неделю. Ну что ж, осень все сильнее и сильнее вступает в свои права, и давайте мы посмотрим, какую погоду обещают нам синоптики на ближайшую неделю. Сегодня в Якутске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северно-западный 3,8 метров в секунду, температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. На улице смог, который вызван лесными пожарами в горном районе, но синоптики обещают, что как только изменится направление ветра, смог из Якутска уйдет. В понедельник в Якутске похолодает до плюс 15 градусов. Будет облачно и без осадков. Во вторник и в среду плюс 17, в пятницу и четверг воздух прогреется до плюс 19 градусов. Что же касается осадков, то синоптики прогнозируют небольшой дождь во вторник. В остальные же дни без осадков. В Нерюнгри сегодня плюс 15, небольшой северный ветер, без осадков. В понедельник и во вторник в южной столице ожидаются небольшие дожди при температуре воздуха плюс 16 градусов. В среду плюс 14 без осадков. В четверг ожидается небольшой кратковременный дождь и плюс 13 градусов. В пятницу без осадков и плюс 14. К субботе воздух прогреется до 17 градусов и дождей также не ожидается. В Алдане неделя ожидается без дождей. Сегодня там плюс 17. Такая же погода ожидается и завтра. Во вторник и в среду в Алдане слегка похолодает и температура не поднимется выше 13-14 градусов. С четверга начнется потепление до 17, в пятницу до 18, а в субботу столбик термометра поднимется до 21 градуса. В Ленске сегодня без осадков и плюс 19. В понедельник плюс 16 и небольшой кратковременный дождь. Во вторник также плюс 16, переменная облачность, дождей не ожидается. Со среды по пятницу плюс 18 и облачно, дождей также не ожидается. А в субботу температура опустится до плюс 15 и ожидается дождь. В Мирном сегодня плюс 16, облачно, но дождей не ожидается. В понедельник и во вторник плюс 14, облачно, без осадков. Со среды по пятницу плюс 16, облачно и без дождей. В субботу также плюс 16, но ожидается небольшой дождь. На этом все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.